есть я закончила наш Минский медуниверситет, была распределена, работала, потом ушла в декрет. Вот. И, в общем-то, наверное, за вот это время, когда у нас, вот я с детками была маленькими дома, произошли такие глобальные перемены в жизни, когда мы всей семьей приняли решение вот на такую прям трансформацию нашей жизни. И, в общем-то, такой наш семейный проект. Здесь вот мы с мужем как бы трудимся, и его родители, и сестра. То есть вот мы такой командой, мы все вместе, в общем-то, разработали этот проект и его воплотили. В общем-то, что меня привлекло, в общем, оставить Минск, мой родной город, да, уехать за город. Многие друзья просто с ума сходят от этой идеи, говорят, как ты же такая городская девчонка, вот, как ты так уехала в деревню. И на самом деле у меня действительно это была мечта с детства. Лошади это никогда для меня не было чем-то таким чужим, то есть с детства любая лошадка вызывала кучу эмоций, то есть в этих детских парках, где пони, кони, меня просто не могли оттащить, и я действительно помню вот это ощущение, когда ты находишься рядом с прекрасным животным, и у тебя вот, как говорят, бабочки в животе, да, то есть я помню, что с самого детства они вызывали у меня очень такие сильные эмоции. Я очень хотела заниматься конным спортом, но мне не разрешили родители. На самом деле не было возможности никому возить меня на занятия, и я съездила в Ратомку, узнала там все условия, как поступить туда в группу. Тренеры сказали, что все хорошо, возьмем, вот принеси только справочку и разрешение от родителей. Я пошла, сделала сама справку в поликлинике, мне, наверное, лет 11 или 12 было. Вот. И только маме так бумажку подсовываю, чтобы подписала. Она такая почитала, говорит, ты что, там руки, ноги целы, никакого конного спорта. И, в общем-то, запретили мне просто заниматься. И, наверное, всю жизнь было вот это ощущение, что что-то такое глобальное, важное для меня, и оно как-то мимо меня полностью проходит, потому что, когда я уже поступила в университет, конечно, очень сумасшедшие нагрузки, и просто действительно свободного времени уже, чтобы как бы заниматься чем мне нравится, у меня просто не было. И вот так вроде как бы поздно, с одной стороны, но мечта вот эта вот, мы все равно встретились с нашими лошадками вот по жизни. Потому что, когда стал вопрос о том, что есть такой проект, вот за городом организовать такое место, что-то вроде агроусадьбы, такое что глобальное, вот, я сказала, что я поеду только если там будут лошади. То есть для меня это было, я говорю, я уеду только если там будут лошади. Ну, в принципе, все как-то так поддержали, потому что это очень хорошо вписывается в концепцию любой агроусадьбы, и, в общем-то, в любом случае мы как, с учетом, что мы это фермерское хозяйство, нам в любом случае что-то надо было вокруг чего-то зацепиться, и все очень так сложился такой пазл, потому что на самом деле каждый из нас искал здесь что-то свое, и, в общем-то, очень интересно, что каждый нашел здесь воплощение своей мечты. Вот. Ну, а я, в общем-то, отвечаю здесь за конюшню, за все, что связано с лошадками, и, честно говоря, чувствую, что вот, наконец, то, к чему вообще, наверное, была призвана, наконец-то это в моей жизни воплотилось. Никакого секрета. Дело в том, что мы просто постарались воплотить европейские нормы и взгляды на содержание лошадей. У нас до сих пор в стране больше как-то действует такой подход в плане вот из-за технических норм, каких-то вот вообще взглядов, как правильно содержать лошадей, скажем, еще с советских времен. И, наверное, концепция там больше звучит так, что удобно для человека, да? Чтобы, скажем, если это спортивные лошади, очень боятся травм, ну это понятно, дорогостоящие животные, и, например, лишают лошадей выгула, да? То есть полностью это конюшенное содержание, работа в манеже на спортивных грунтах и опять обратно в денник. Но по большому счету это больше всего напоминает на тюремное, да, как бы содержание, то есть у тебя камера, выгул там, да, по кругу и обратно. И поэтому на сегодняшний день многие частные владельцы, сталкиваясь с тем, что подыскивая место, где содержать лошадь, они сталкиваются с проблемой, что они не могут как бы удовлетворить, естественно, потребности своих любимых лошадей, ну, пользуясь услугами, скажем, где-то на конюшнях, где еще до сих пор вот эти нормативы старые, да, они, скажем, царят.
нельзя требовать адекватности от животного, если полностью игнорируются его потребности. И, к сожалению, вся система, то, что привычно для нас в стране, например, как у нас могут, например, где-то даже встречаются нормативы там, до 12 килограммов СА в день для лошади, считалось нормой, потому что это концентрат, это очень удобно. Лошадка работает целый день, естественно, да, там на поле или где-то еще. И очень удобно подсунуть концентрированную пищу, там быстренько по калориям оно покрывает, но оно полностью противоречит физиологии лошади. То есть лошадь не мышь, она не может питаться зерном, и для нее, для здоровья, для психики это наносит огромный вред. И вот такие вот, это только я затронула один нюанс, и их очень много. Все, что касается выгула, у лошади огромная потребность в движении, потребность в общении с сородичами, то есть это табунные животные. И мы просто вот, если выстроить такую пирамиду потребностей, да, лошадиных, исходя из их природных таких вот особенностей их вида, то мы просто здесь постарались полностью учесть все нюансы, сделать не только удобство для людей, то, на что обычно делают ставку, но в первую очередь покрыть вот эти все потребности лошадок, и результат, скажем, не заставил себя ждать. Самая большая беда в том, что люди не понимают физиологию лошади, хотя, в принципе, это не так трудно, сейчас интернет всем доступен, и, в общем-то, заводя такое серьезное животное, надо, конечно же, в первую очередь понимать, как все устроено. И самая из всех потребностей, если вот все-таки выделить одну, самую первую, все-таки я бы назвала это пищевая, да, потребность. У лошади есть физиологическое, как бы, такое состояние, когда она должна постоянно что-то есть, постоянно. Вот. И, конечно, на этом обычно все, скажем, прокалываются, потому что, во-первых, как и у людей, возникает такая проблема, если бы человек постоянно что-то ел, да, это было бы лишние калории. В общем-то, конечно, в природе лошади, находясь на пастбищах, они в то же время тратят много энергии на передвижение, потому что, например, пастбище в одном месте, водопой в другом, им надо там сбегать туда, вернуться обратно, то есть они постоянно себя моционят, и у них есть баланс вот этого вот постоянной еды и движения. И более того, корма в природе не такие калорийные, потому что те же травы, которые на сегодняшний день для сена, для пастбища, это уже как бы искусственно созданные растения, опять-таки из человеческих потребностей, да, чтобы оно там было как бы больше урожая. Там очень много сахаров, и для лошади все это не здорово. И получается такая как бы дилемма, потому что лошадь не может питаться как человек или там собака 3 раза в день, да, потому что у них совершенно другое пищеварение. У них отсутствует желчный пузырь, и поэтому у них постоянно поступает в кишечник, скажем, желчь, да, и постоянно вырабатывается пищеварительный сок. Поэтому если лошадь на долгое время лишить еды и посадить ее на 3-разовое питание, это, конечно, приведет к таким последствиям, как и у людей, в общем-то, там гастриты. У лошадей очень часто бывают язвы. Вот, и, конечно, к сожалению, то, что удобно для человека, да, там, покормить лошадку 3 раза в день, так, и потом все это время, чтобы она работала, ничем не была занята, это все не физиологично, и, конечно, так делают, но это делают только ради удобства человека и в ущерб здоровью, и, более того, психике животного, потому что, конечно, все ее существо как бы подсказывает ей, что ей нужно есть, у нее очень сильный пищевой вот этот вот рефлекс, и если лошадь стоит, например, закрытая в деннике, то есть без движения, да, без еды, например, ей сено выделяют там 3 раза в день там, порциями, все остальное время ей нечем заняться, и она испытывает эту потребность есть, у нее это вызывает психологические расстройства по типу невроза у людей. Это называют денниковые пороки. Самый распространенный из них там прикуска или медвежья качка. То есть фактически лошадь может стать вот так вот целый день раскачиваться, как вот часто, кстати, так делают вот эти дети, да, которые вот в домах малютки, которых редко берут вот на ручки. Все-таки это какая-то именно разновидность психологического такого расстройства, но чаще всего связано вот с депривацией еды. Как мы решаем эту проблему? С одной стороны, конечно, да, раскормить для того животное, дать там безлимитно, да, там поставить тюк сена в денник, это тоже будет неправильно, потому что они так же, как и люди, от лишнего веса, у них проблемы и с суставом, и с сердцем, и, в общем-то, обменные нарушения у них тоже имеются.
Вот. И поэтому есть такое решение, называется медленные кормушки. Вот. Мы используем такую разновидность, как рептух, то есть это сетка с ячейками, мы туда набиваем сено, и она имеет возможность его есть постоянно, но ограниченная скорость поедания. Соответственно, мы дозируем, в общем-то, объем сена, но опять-таки, если в нормативах пишут, что это там, может быть там, 6-7 килограмм сена, на самом деле опыт подсказывает, что используя медленную кормушку, давая возможность лошади есть, ну, летом, понятно, это будет меньше расход, а зимой они греются за счет еды, и это расход бывает 20 и больше килограмм в день. И поэтому, ну, на это надо, как бы, закупая корма, рассчитывать, все-таки закладывать нормальную такую цифру, а не так, что потом нам не хватает, чем кормить лошадку, и будем экономить, да. Вот, то есть, в принципе, для лошади сено – это основной корм, а зерно – это дополнительный, ну, и не совсем такой, скажем, физиологичный вариант, потому что зерно является фактически энергетиком, допингом. Вот. То есть мы, например, лошадей, которые работают у нас в прокате, мы их не ограничиваем в сене, потому что у них достаточно нагрузка есть стабильная. Вот, то есть им как раз-таки мы ставим тюками, в общем-то, там, где они гуляют, они едят столько, сколько им надо, потому что это уже трудно нам отследить, мы им не ограничим скорость поедания, потому что они заняты в работе. Вот, и мы уверены, что зимой они всегда могут согреться за счет этого, то есть они сами регулируют вот этот процесс. Второй такой момент по поводу качества корма. Ну, для многих, да, действительно, лошадь, там, корова, овечки, все сельскохозяйственные животные стоят на одном уровне, но, опять-таки, лошадь не является животным, у которого пищеварение, у нее нет рубца, у нее желудок устроен совершенно по-другому, то есть из-за этого у нее повышенная чувствительность к кормам. Если где-то там корова или там барашек может скушать сено такого, скажем, качества сомнительного, но проходя вот эти 4, да, там камеры желудка, там все это 10 раз переваривается, как-то обрабатывается, и, в общем-то, вроде и ничего, хотя я понимаю, что любое животное достойно питаться нормальными кормами, то с лошадью такое однозначно не прокатывает. Они очень склонны к коликам, вот, и это такое состояние, которое очень часто заканчивается летально, вот, и есть лошади к этому предрасположенные, поэтому однозначно нельзя, чтобы было в кормах плесень, какие-то, даже если ее нету, но сено пахнет, просто где-то оно лежало рядом, уже такое сено мы выбраковываем. По поводу выгула, то есть у нас, к сожалению, вот в деревнях есть такое, знаете, как корову там, да, прячут, упаковывают там на зиму, да, что она может очень там, я не знаю, в коровах не разбираюсь, может, она действительно боятся холодов, но лошадь не боится холода, ей страшно наоборот, вот это вот содержание в замкнутом пространстве, это полностью для их и суставов, и для психологии их, для легких очень все плохо, то есть лошадь нельзя ограничивать в выгуле, в движении. Зимой они не боятся мороза, они обрастают, они подготавливаются, то есть их не надо упаковывать. Вот. Единственное, что боятся лошади, это сквозняков, то есть, да, должно быть, может быть, оно и не очень теплое помещение, но можно его там не утеплять уже там сильно, но оно должно быть без сквозняков и как бы не сырым. Это то, что очень-очень важно для их здоровья. Вот. Все равно очень часто почему-то конный спорт провоцирует в людях грубость. Да, лошадь – это большое, сильное животное, и что очень усложняет ситуацию, еще и пугливое по натуре своей. Конечно, вот 500 килограмм веса, который может в любой момент где-то, да, там прыгнуть, отскочить, потащить тебя куда-то. И вместо того, чтобы как-то с лошадью заниматься, воспитывать, как, в общем-то, и детей надо воспитывать, да, ну, к сожалению, часто решается вопрос грубой силой, да, какими-то там физическими воздействиями, и не всегда, скажем, приятная атмосфера, потому что часто дети приходят заниматься конным спортом, потому что любят лошадей, а частично потом уходят по той же причине, потому что они не могут поступать так, как их учат, а те, кто остаются, к сожалению, меняются сами в этом вот в процессе, да, когда погружаются в неправильную среду. И, ну, мне нравится, что у нас, в общем-то, такая достаточно атмосфера, скажем, контрастная по сравнению с таким общим фоном каких-то особенно спортивного плана. То есть мы не позиционируем себя как спортивная конюшня, мы позиционируем себя как конюшня хобби уровня. В природе никогда лошади не находятся в одиночестве, то есть это в любом случае табунная жизнь. И для них табун, это просто, они, наверное, себя просто не мыслят вне табуна.
и не представляют. И лошади, которые лишены с детства, например, если же ребенка отнять от, ну, в общем-то, как обычно и происходит, отнимают от мамы, и, ну, чаще всего на конзаводах они содержатся все-таки потом, ну, этим табунчиком, где маленькие жеребята, но если так получается, что его купит человек маленького и поставит себе, например, свою домашнюю конюшню без других лошадей, без других животных, лошадь одну держать полностью как бы лишенную общения с какими-то живыми существами, в идеале это должны быть лошади, ну, либо хоть кто-нибудь. У нее, ну, в любом случае будет изменение психики, и конечно, будет достаточно сложно с такой лошадью. Чаще всего, конечно, есть исключения, потому что у них тоже есть свой темперамент, как бы. Но, тем не менее, замечено, что именно в табуне же ребенок получает нужную, скажем, дозу начального базового воспитания. И если ты покупаешь лошадь, которая все-таки выращена в табунных условиях, она гораздо лучше и быстрее понимает какие-то требования, потому что она научена своими сородичами таким элементарным и важным вещам, как уважение пространства, уважение иерархии. В общении человека и животного такого огромного это очень важно, потому что мы не можем физически тягаться с силой, да, с таким существом огромным. И если у него в психологии, в психике заложена вот эта база, то остается только грамотной работой это, ну, взращивать. Если мы получаем абсолютно невоспитанную огромную молодую лошадь, да, вот, которая выращена в такой депривации вот этого табунного содержания, могут возникнуть определенные проблемы, и чаще всего возникают. Вот. Ну и по поводу, ну это если смотреть с точки зрения для человека, да, с точки зрения лошади, я считаю, что лошадь не может быть счастлива, не побоюсь этого слова, да, ну то есть они тоже по-своему, какие-то у них все-таки есть эмоции, вот, находясь вне табуна, потому что вот даже у них разная тоже есть доля зависимости, скажем, друг от друга. Есть лошади, которые очень ярко выражают эти чувства. То есть если, например, забираешь ее из табуна, она будет без конца звать, те будут ей отвечать. То есть у них должна быть постоянно, мы иногда даже так делаем, с такими лошадьми мы это учитываем, мы никогда, например, не забираем работать, не забирая ее друга. То есть даже если эта вторая лошадь не занята в работе, мы ее поставим где-то, чтобы она ее видела. Потому что, ну, иначе это будет очень такая психологическая травма. Они себя чувствуют, во-первых, как-то увереннее, потому что в табуне у них четко разделены обязанности. Мое личное мнение заключается в том, что изначально, если человек хочет не просто, ну, прокатиться 5 минут, да, и забыть, скажем, просто как вот очередное развлечение вот на карусельке, на лошадке там, и на следующей карусельке, да, если это действительно есть интерес к миру лошади, то нужно выбрать правильное, скажем, место, где реализовать этот интерес, потому что действительно на сегодняшний день много агроусадеб, много прокатов и городских, и загородных, и в разных, в общем-то, вариантах, но мое глубокое вот такое убеждение, что надо выбирать правильный прокат. Правильный в том смысле, что чтобы как-то знакомиться с лошадью и чтобы она была адекватна и рада людям, вообще рада общению, надо, чтобы у нее были удовлетворены все ее потребности. Точно так же, как и человек, у которого хочет есть, не может думать о какой-то там философии, да, то есть точно так же мы не можем ожидать интереса лошади к человеку и, в общем-то, каких-то адекватных реакций, если это у нее, например, она стоит голодная, действительно, как вы упомянули, на санцепёке, неизвестно сколько, неизвестно, поили ее или нет в этот там день, или вот, неизвестно, подходит ли ей седло. С таким подходом, партнерским подходом, да, к лошадям, очень тяжело на этом сделать бизнес. То есть там вложений больше, чем что-то это может принести, поэтому я всем смело могу сказать, что это провальный бизнес-проект, то есть не стоит цепляться за вот эти вот прокат на лошадях, что вот везде есть и мы сделаем. Это все заканчивается тем, что либо мучаются животные на том, что полностью экономятся их потребности, либо их потом просто продают, не всегда хозяевам, а у нас очень все-таки еще до сих пор развито вот это вот, ну, скажем, мясное, да, как бы направление, и когда лошадь становится не нужна, а содержать ее дорого, как оказывается потом, то есть лошадей потом просто сливают, скажем, вот, и это происходит сплошь и рядом.